Стяжка пола, побелка, а следом за ними штукатурка. Малярные работы в подвальном помещении многоквартирного дома на Кожедуба 53 почти завершены. Ведутся они в рамках программы Фонда капитального ремонта, запланированного на 2020 год. У нас в этом году заложен ремонт подвальных помещений и ремонт инженерных систем. То есть ремонт холодного водоснабжения, ремонт отопления, ремонт канализации и ремонт фундамента. На данный момент у нас полным ходом идут работы. Попутно делая ремонт, сотрудники фонда интересуются мнением жильцов насчет качества проделанной работы. Минусов нет, одни плюсы, делится Махрадин Центроев. Живет в этом доме он уже 30 лет и очень рад, что за последние годы он наконец подвергся реставрации. Со слов жильца, в 2018-м сотрудники фонда заменили крышу и обновили фасад. Теперь и подвал наконец приведут в порядок. Руководители приезжают, проверяют, материал подвозят. Пока идет все хорошо. В нашем подъезде уже заканчивает. Будут продолжения дальше. Вот следующий подъезд. Эти женщины, которые честно работают. Очень даже. Я доволен ими. В городе Воинской Славы под программу реставрации Фонда капитального ремонта на этот год попали 4 дома. Один на улице Кожедуба, еще 3 расположены прямо по соседству на Алироева. Фронт работ у фонда немалый. Кроме придания должного вида подвальным помещениям, нужно заменить и ветхие трубы, дающие отопление, водоснабжение и другие блага коммуникации в доме. К слову, в 2 домовладениях уже успели это сделать, как в подвале, так и по квартирам. Наконец, проблема ветхих труб для Надежды Ахриевой остались позади. А вместе с ними и постоянные трудности с отоплением. Заменили их еще 2 недели назад. Была причина в том, что трубы старые, там забиты, но они и были забиты. Когда их отрезали, там вообще кошмар был. А сейчас, я так думаю, будет отопление нормальное. А так было с перерывами. Но на этом приятные новости для жильцов не закончатся. Здесь также хотят заменить вентиляционные решетки и обновить фасад. Чем доволен и Ахмед Албагачиев. О том, что эти 3 дома давно нуждались в обновлении, знает и как жилец, и как специалист. В постройке этих домов мужчина приложил и свою руку. В 70-х был здесь начальником участка. Хорошо работали, видно было, что как специалисты работали. Я как строитель знаю, что такое специалист. И для всех, кто здесь живет, для всех это было удовольствие работать с этим парнем. На реставрацию домов выделено 1 миллион 950 тысяч рублей. Благодаря повышению взносов в фонд накопить нужную сумму смогли как раз к сроку. Но не раз у сотрудников фонда возникает недопонимание жильцами насчет того, какой фронт работ входит в их обязанности. Их 6 видов работ. Это ремонт фундамента, ремонт подвала, ремонт фасада, ремонт инженерных систем, ремонт крыши и, если имеется, ремонт лифтового оборудования. Вот эти 6 видов работ, которые предусмотрены жилищным кодексом, мы их выполняем в соответствии с долгосрочной программой и краткосрочным планом реализации республиканской программы. Ремонт подъездов, ремонт дворовых территорий и остальные все виды работ, которые я не перечислил, они не относятся к программе капитального ремонта, и фонд не имеет права выполнять данные виды работ. С 2018 года тариф фонд капитального ремонта за 1 квадратный метр составляет 6 рублей 30 копеек. Ремонт дома начинается в соответствии с планом, учрежденным самим фондом. До его наступления сотрудники за полгода вперед направляют жильцам опрос, чтобы они проголосовали, нужен ли им ремонт. Если ответа нет, решение принимает местная администрация. Узнать, когда многоквартирный дом будет реставрирован, можно, зайдя на сайт фонда. Дана Плева, Хамзат Халухоев, Новости 24.